Стратегия социально-экономического развития до 2025 года принята. Цели и задачи сформулированы, пути их достижения проработаны, но нужны практические шаги по ее реализации, сказал Рауль Хаджимба. Президент выделил основные приоритетные направления – туристическую и курортную сферы. В качестве эффективного менеджмента Рауль Хаджимба привел в пример курорт Пицунда, который и долги выплатил, и в разы увеличил доходы. Чего не скажешь обо всех остальных курортно-туристических объектах. Курорт Пицунда, общий объем оборотных вот этих денежных средств, которые появились как возможность для этого объекта, для этого направления, составили более 400 миллионов. А все остальные наши объекты, все вместе взятые, именно курортные туристические объекты, создали порядка 418 миллионов всего. Разница колоссальная. Второе направление, требующее серьезной поддержки со стороны государства, по словам президента, это энергетическая отрасль, от которой зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности государства. Если мы с вами в этом направлении оставим все как есть, практически мы потеряем и курорты, и туризм, и село, о котором мы с вами так много печемся. По всем показателям в сфере экономики есть рост, доложил министр экономики Адгур Арзынба. Он напомнил, что пошаговый план реализации стратегии разрабатывает Совет по экономическому развитию и реформам при президенте. К работе подключена российская консалтинговая компания. Было проведено 10 рабочих встреч в Сухуми и в Москве. Проанализированы объемная статистическая информация, результаты опроса основных участников экономического процесса, а также представителей центральных органов управления. Изучен опыт других стран. После обобщения и обработки всей информации Советом были определены 3 основных направления развития экономики страны. Вот такого рода документ в Абхазии разработан впервые. В Абхазии появился документ, который нам позволяет увеличить горизонт планирования. Все это время, до сегодняшнего дня, наша страна в новейшую историю жила планами на 1 год. Сейчас у нас планы на 10 лет. На данном этапе отобраны 3 направления. Это туризм, рыболовство и аквакультура, потому что у нас мы живем на берегу моря, у нас большое количество рек. В этом направлении тоже идут и овощеводство, и плодоводство, и переработка. То есть все, что связано с сельским хозяйством. Когда есть четкий план развития, механизмы его реализации, учета и контроля исполнения поручений, то это делает страну привлекательной для инвестора, отметил вице-премьер Беслан Эшба. Здесь очень серьезный такой имиджевый момент не только для нас, а имиджевого в плане в чем? Я хочу по привлечению инвестиций и вообще по оценке нашего развития. Когда у страны есть четкий план развития и есть механизм его реализации, учета, контроля, исполнения поручений, как привлекательная страна для инвестора, для того, чтобы мы могли заявить на всей мировой площадке, что мы развиваемся, мы знаем, куда мы идем. Стратегия – это не догма, а скорее живая модель развития. Поэтому в процессе ее реализации возможны корректировки, отметил директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Доменя. Говоря о программных документах в развитии стратегии, Олег Доменя подчеркнул, что эти программы должны касаться развития всех направлений. Она должна отвечать не только на курортный сервис и на экономическую составляющую, аграрный сектор, энергетика, дорожная инфраструктура, социалка, образование, культура, здравоохранение, то есть все безопасность, совершенствование сферы управления и так далее. То есть программа тоже должна на все эти вопросы отвечать, а не только, какой-то кусочек мы взяли, какое-то направление мы взяли, при всей важности этого направления, оно одно работать не будет. На встрече предлагалось разработать 3-годовой план последовательных мероприятий в разных отраслях, установить сроки и приступить к его реализации. Стратегия существует, направление и текущее состояние дел там очень хорошо охарактеризовано цифрами. Мы видим, где у нас сбои, где у нас минусы и где нужно ситуацию выравнивать. Используя это, создать некий 3-годовой план последовательных мероприятий в разных отраслях,
конкретных, что сделать вот это, разработать такой закон, издать такой нормативный акт, сделать это, определить ответственных, поставить сроки и приступить к реализации. По мнению руководителя администрации президента Даура Аршба, приоритеты определены верно, но нужно выработать конкретные механизмы для успешной реализации статей стратегии. То, что мы сегодня обсуждаем, эти моменты, что мы уже имеем определенную стратегию, он несет в себе еще морально-психологическую составляющую и политическая составляющая. То есть мы уже говорим о перспективе, не только о текущем моменте, когда можно увязнуть в проблемы сегодняшнего дня, но мы показываем людям, что государство смотрит вперед. Рауль Хаджимба поручил вице-премьеру Беслану Эшба в недельный срок сформировать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией программных документов, а Центру стратегических исследований определить объем расходов, необходимых для реализации этой задачи. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.